Добрый вечер, дорогие друзья. У нас в гостях Владимир Осечкин. Владимир, я рада вас приветствовать. Добрый вечер, Олеся. Приветствую и приветствую всех наших уважаемых зрителей и зрительниц. Володя, ну что такие события, я сразу же хочу их с вами обсудить, потому что, в принципе, экстраординарные и непонятно, что об этом думать. Ну вот на поле боя Украина заявила о том, что взяла в плен сразу двух китайцев, двух граждан Китая. Уже вызван посол Китая, да, украинский МИД заявил об этом. Скажите, пожалуйста, о чем это нам говорит? То есть Китай пошел тяжелой артиллерией, то есть он таки выбрал сторону конфликта в этой войне и будет в открытую помогать России? Чем это чревато? Или же это случайность? И вообще объясните, что происходит? Я полагаю, что это, безусловно, конечно же, не случайность, а это результат спецоперации. Путину, российским спецслужбам очень давно хочется втащить Китай в эту войну на своей стороне. Китай занимает осторожную позицию на расстоянии, декларирует, что он за мир, за прекращение военных действий, в то же самое время продолжает закупать сырье у Путина и финансировать путинский режим. Мгм. В то же самое время либо закрывает глаза, либо дает молчаливое согласие на поставку Северной Кореи, которая, конечно же, зависит во многом от Китая, вооружения Российской Федерации, но до последнего они старались отказывать Путину на все его многочисленные Мгм. просьбы. Он регулярно, каждые несколько месяцев, кто-то из Москвы, представитель Путина, летает. Вот недавно, по-моему, Шойгу у нас, да, в качестве такого пейджера или мессенджера летал передавать какое-то сообщение Си Цзиньпиню, был министром обороны, а Мгм. сейчас вот превратился в такого посыльного. Путин очень настойчиво Стал пытается втащить голубем Китай. посыльным, да. Да, Путин настойчиво пытается втащить Китай в войну. Мгм. Китай, конечно же, этого делать не хочет по целому ряду причин. И по экономическим, и не только по экономическим. Но вот в данном случае, я думаю, что сейчас в первую очередь именно Коммунистическая партия Китая и все их спецслужбы, а у них спецслужбы работают достаточно четко, они сейчас будут проводить расследование и поднимут и, конечно, установят всю цепочку, как вот эти вот китайцы оказались Мгм. там, и теперь действительно уже Китаю на высшем уровне, на дипломатическом уровне придется объясняться, объяснять Украине, что там делают китайцы. Еще раз, да, с учетом То есть вы того, что думаете, Володь, вы думаете, что Путин, по сути, подставил Си? да, конечно, по-другому это просто здесь никаким образом не объяснить, потому что если бы Китай начал перебрасывать бы свои там, батальоны и дивизии, это бы заметили все, и у этого была бы моментальная реакция молниеносная и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Этого, конечно, не происходит. Поэтому понятно, что политическое решение в Китае не участвовать напрямую в войне. А вот то, как граждане Китая оказались там, еще раз подчеркну, проведут расследование, установят всех, кто с российской стороны их брал, их оформлял каким-то определенным образом, их вовлек в это. Я думаю, что в Китае будет внутреннее расследование, будет Мгм. официальное расследование в отношении этих китайцев. Я думаю, что за наемничество их ждет серьезное наказание в самом Китае. А вот у Путина сейчас с этого момента могут возникнуть очень серьезные проблемы на самом высоком уровне. И проблемы такого рода, какие раньше он себе представить не мог. Поэтому, в общем, понятно, что какие-то генералы с ним это согласовали, он где-то там кивнул и так далее. Но вот теперь ему придется все это вывозить и отвечать на звонок Си Цзиньпиня и объясняться. Вот. Ничего Неприятный, я так хорошего это понимаю, Путину не очень даст сто звонок. процентов. Неприятный звонок от Си Цзиньпиня, я так понимаю. Неприятный. Это в любом случае, потому что после того, когда этот факт установлен и опубликован, конечно же, можно представить, что сегодня, завтра, послезавтра в рамках переговоров и Государственный департамент США, и европейские партнеры начнут задавать вполне серьезные вопросы. А ответа сегодня на государственном уровне нет. Вот. И, конечно, я думаю, что Путин, по сути дела, подставил Си Цзиньпиня сегодня. Но те, кто взяли в плен этих китайцев,
это, конечно, самые настоящие герои, эти воины, Мгм. молодцы, и нужно отдать им должное, что они их взяли живыми, практически целыми, с тем, чтобы продемонстрировать это как доказательство. Я думаю, что у этого будут очень серьезные последствия. Но речь о том, что регулярная армия Китая, ну вот как Северная Корея посылала Путину своих, ну свое мясо, давайте прямо называть вещи своими именами, речь об этом не идет, правильно? То есть это не китайская армия зашла на стороне России и воюет в этой войне. На этом материке, на этом части суши и континенте китайская армия сегодня, безусловно, номер один. И по мощности, и по вооружению, и но нет, конечно, это было бы заметно. И да нет, это даже сегодня об этом думать не нужно. Это какая-то вот хитрая манипуляция, кого-то затащили на территорию Мгм. России, в России подвязали через вот эти контракты, Мгм. объяснили, что там такие же, как ты, уже воюют, давай, это нужно, возможно, какой-нибудь там бывший какой-то там атташе где-то там что-то ему там сказал, подморгнул, и вот они вот пошли, взяли оружие в руки, отправились. Я думаю, что вот именно эти китайцы, они будут сильно разочарованы, когда они поймут, что их ждет у себя на родине. А Вот. что ждет? Я думаю, что будет расследование официально, и я думаю, что там будет разбирательство по поводу этого факта, вплоть там до уголовной статьи, наемничества. Ну, там есть детали, там есть определенная специфика Уголовного кодекса Китая, но, конечно, без решения Компартии, принять решение и принимать участие в войне, ну, это они явно заплыли за буйки. Забыки. Володя, у вас всегда есть инсайдерская информация о том, что происходит сейчас в российской армии. Вот скажите, пожалуйста, какой информацией располагаете вы сейчас, какая там ситуация, какое там настроение царит среди солдат, среди генералитета, среди руководства, к чему они готовятся? Потому что на них же тоже как-то должны влиять разговоры о прекращении огня немедленном, о возможном мирном соглашении, а возможно вообще о мире. Они же тоже думать должны о своей судьбе дальнейшей, потому что с ними происходит, вот если представить себе, что завтра останавливается война, и им нужно возвращаться куда и что их ждет. А, Генштаб Вооруженных сил России сейчас превратился в такой тени-толкай. Это не образное выражение. Сейчас так в Москве военные между собой называют Генштаб. Генштаб, хед-офис российской армии. Тени-толкай, потому что непонятно, вперед или назад, влево или вправо. Шаг вперед, два назад. Что будет завтра? Одна башня хочет выйти из-под санкций, хочет каким-то образом запартнериться с Соединенными Штатами Америки, ну, потому что они реально понимают, что после биологической кончины диктатора Путина, ну, кто будет гарантировать безопасность Катеньки Тихоновой, Путиной, да, Наташи Поповой, там, Кириллу Дмитриеву, целому ряду олигархов. Они же первые попадут под раздачу, и про них будут выпускаться и фильмы, и уголовные дела. Многие из них заедут в спецкорпус матросской тишины и в Лефортово, и так То далее, есть и вы так далее. так даже думаете, что они могут оказаться в тюрьме, вот и Дмитриев, и жена Дмитриева, да? Ну, вряд ли у кого-то есть какие-то иллюзии, если произойдет биологический конец диктатора Путина, вот он в какой-то определенный момент скончается, помрет, заиграет «Лебединое озеро». Безусловно, те, кто сегодня внутри курирует силовой блок, поставят своего человека. А вот то поколение, которое сейчас подрастает, оно далеко от интересов вот этой семьи версии 2.0. У них совсем другая история. ФСБ – это такое государство в государстве. На него даже у Путина влияние постольку-поскольку. Он может кивать одному управлению, попробуйте другому, там резкое какое-то «нет», и серия отставок и арестов внутри ФСБ, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня, за эти 25 лет, ничего подобного не было. А вот эти вот ребята, которые там миллиардеры, там доченьки, друзья, подружки, там их мужья и так далее, ну, они имеют эти капиталы ровно потому, что они близки к дочерям и лично к самому диктатору. Если его не будет, не Мгм. будет вот этого стержня,
все это сложится как карточный домик. Поэтому, конечно, им в первую очередь они заинтересованы в том, чтобы запартнериться с кем-то влиятельным в Соединенных Штатах Америки, возможно, поступиться интересами там, Российской Федерации, народа, государства, там, в ущерб пойти, но получить вот эту вот крышу в виде американских сопартнеров и инвесторов, которые точечно с них добьются снятия санкций, Мгм. выдачи им виз, восстановления видов на жительство. Возможно, все они в припрыжку побегут пользоваться программой, пока она не закрылась, покупать американские золотые паспорта за $5 миллионов. Да Для них ладно, что вы думаете, дочка Путина реально может купить? Или Дмитриев? Хотя... А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Shop. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Shop, я уже отправил нашим бойцам на передовую 220 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Shop. Помогаем фронту. Володя, то есть вы реально считаете, что и дочка Путина, и Дмитриев, и там ближайшее окружение могут пойти, побежать в Америку и купить эти золотые карты для того, чтобы получить тоже вид на жительство или гражданство американское? 100%. Для них сегодня это такая форточка возможностей, там, не знаю, там голубая, там розовая, там какая-нибудь оранжевая, радужная мечта. Конечно же, большая часть из них не видит себя в будущем в России, потому что понятно, что будет депутинизация, Мгм. будет Мгм. ротация одного за другим, Мгм. и их в первую очередь будут, как вот этих вот там овечек, баранов стричь, Мгм. кого-то убивать, кого-то сажать в камеры, кого-то вынуждать давать показания. Нет, для них сегодня сохранить их капиталы и безопасность возможно только в союзе с американскими партнерами. Именно поэтому и Кирилла Дмитриева отправляли в Джиду, именно Мгм. поэтому его отправляли и в США на переговоры. Он сегодня представляет семью 2.0. Вот это вот. Вот это Катерина, интересный сейчас мы подходим к вопросу, потому что я хотела как раз подробнее остановиться на этом. Давайте я сразу же по ходу того, что вы сказали, уточню. Вот вы заметили, что эти люди, которых представляют как переговорщик сейчас Дмитриев, они для того, чтобы выторговать себе личные гарантии безопасности и денежные, и просто физически, они могут продать Трампу и американцам что угодно в России, Россию. Вот, а если представить, а что это конкретно может быть? То есть, действительно, что они могут Трампу предложить такое, чтобы Трампу это было интересно, ну и вкусно? давайте отмотаем пленку, посмотрим на события, которые происходили ровно 1 год назад в Москве. Арест и задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова, Мгм. отставка Шойгу, Мгм. Цаликова и поставили на место Шойгу Андрея Белоусова. Мгм. 2,5 годами ранее, именно со ссылкой на наши источники, мы публиковали скриншоты с компьютеров одного из офицеров Федеральной службы охраны, который проводил как раз видеоконференц-связи, где очень плотно общались между собой как раз Катерина Тихонова-Путина, Наташа Попова, Настя Павлюченко, все эти три подружки. И четвертым человеком был первый вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, который внимательно, прекрасно понимая, что кто перед ним сидит, их интеллектуальный уровень и так далее, был вынужден с ними часами проводить эти совместные заседания, потому что прекрасно понимал, что он разговаривает с младшей дочерью диктатора. И нужно с ней заигрывать, комплименты, поддерживать, соглашаться, продвигать все ее умные и безумные идеи, неважно, без разбора. Соответственно, для вот этой вот семьи версии 2.0 Белоусов был свой человек. И как раз, когда нужно было подготовиться к будущим переговорам, потому что они понимали по статистике, по социологии, они понимали, что будет Трамп,
что будет возможность перезагрузки отношений, потому что с Байденом нечего было перезагружать. Байден, очевидно, сказал, что Путин убийца, и здесь он бы не стал там спустя несколько лет менять свою позицию. Они поняли, что забрежил свет, поэтому нужно контролировать армию. Нужно поставить своего человека у руля Министерства обороны с тем, чтобы переговорщики от 7 версии 2.0 действительно могли управлять ситуацией. Потому что если бы ФСБ протащила на эту позицию своего человека, своего министра, неважно, что бы говорили там Катерина или там Кирилл Дмитриев, их бы слова были это вот ветер в поле. А здесь это их человек, человек их системы, их семьи, который вхож туда, который сегодня управляет Министерством обороны Российской Федерации. Тот, кто управляет армией, кто действительно может либо ее остановить, либо двинуть еще больше вперед, либо наоборот начать отодвигать назад. И именно вот этот джойстик, он сегодня у Катерины, у Кирилла Дмитриева, у Белоусова, у них вместе. Пока, по крайней мере, вот это вот сообщество не разбито, не разоблачено, действует в основном в тайне. Именно поэтому они могущественны, и у них есть некие козыри в рукаве. И именно поэтому американцы, безусловно, там, с использованием своих разведданных, они понимают, что они общаются с теми, кто принимает решения. Там топ-5, помимо Путина, кто ответственен и с кем можно ударить по рукам и двигаться в одном направлении. Вот для чего была выстроена эта конструкция. Другой вопрос, что в один прекрасный момент, или не прекрасный для кого-то, это все может развернуться на 180 градусов. Потому что если в какой-то определенный момент на Лубянке ФСБ поймут, что за их спиной обо всем договорились, а завтра уже какие-то армейские спецназы могут окружить Лубянку и начать перезагрузку уже главной российской спецслужбы, все может произойти, у них есть 1001 способ. Кто-то подскользнется в душевой, кто-то не доедет, у кого-то случится ДТП и так далее. Поэтому здесь, с одной стороны, семья, вот это 2.0, она управляет армией, но она абсолютно не управляет Лубянкой. А именно Лубянка сегодня управляет в целом государственным аппаратом Российской Федерации, в том числе там огромное количество офицеров в администрации Путина в качестве прикомандированных сотрудников, и полковники, и подполковники, и даже генералы. И в целом, в общем, именно они держат руку на пульсе происходящего. Поэтому это вот такой вот, как говорится, тяни толкай. Часть генералитета замкнуты на Белоусова и готовы действовать под их указанием, а часть ставленники Лубянки, на Лубянке как раз большое количество папок с компроматами. И этот год, ну, вспомните, да, я за полгода до вооруженного мятежа Пригожина, я говорил о том, что Пригожин готовит как раз государственный переворот. Наши источники говорили о том, что они тогда бойцов, возвращающихся в порядке ротации из Африки, опрашивали с помощью полиграфа на предмет их готовности применять автоматическое оружие и минометы в Москве и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Вот сейчас мы с вами разговариваем, да, апрель 2025 года, ничего удивительного не случится, если в течение там 5-6 следующих месяцев мы увидим, ну, не, конечно же, не один в один повторение, но мы увидим аналогичные по масштабу события, которые поставят под угрозу сам факт существования нынешнего режима, единоличного управления Путина и его самого ближайшего окружения. Вполне возможно, что в какой-то определенный момент случится так, что начнется перезагрузка. К лучшему или худшему это будет, это уже другой вопрос. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Слушайте, ну это сенсация, то, что вы говорите, то, что через 4-5 месяцев фактически, да, может состояться
Эх, В течение 4-5 месяцев, ну, максимум полгода, в России могут начать происходить события, которые сопоставимы по масштабу с 23-24 июня 2023 года. Только единственное, что тогда-то у Пригожина и Уткина была определенная какая-то иллюзия. Тогда они послушали Лукашенко по мгм. телефону, и Путину поверили, и так Поверили, далее. уши развесили, поверили, да. Во-первых, они не доделали до конца. То есть, вот. Да, ну, они слили все и в результате за это поплатились и Мгм. потеряли свои жизни в первую очередь, да. Те, кто, возможно, решатся на нечто подобное сейчас, в обозримые полгода, у них перед глазами есть уже дорожная карта, как не нужно делать. Поэтому да, запасаемся попкорном. Хорошо, а вот то, что вы сказали по предложениям, а что сейчас Дмитриев может предлагать от имени России фактически Трампу? Что он ему продает? А, Продавать они могут все что угодно. Это люди без совести, которые торговали и торгуют Родиной, и будут ей продолжать торговать столько, сколько нужно для того, чтобы выторговать себе будущее, безопасность, золотые паспорты и так далее, и так далее. Могут быть и огромное количество различных контрактов и по российским недрам, и потому, что они в Африке вот за Мгм. последние годы захватывали, и, возможно, будут пытаться, ну, по-русски давайте скажу, втюхать американцам краденое, да. Вот. Другой вопрос, что я все-таки надеюсь, что с той стороны не совсем с ума сошли, при том, что иногда какие-то новости оттуда странные приходят с той стороны Атлантики, но тем не менее я надеюсь, что когда им будут предлагать за бесценок по дешевке какие-то ресурсы, в том числе редкоземельные металлы с оккупированных территорий, у американских бизнесменов хватит мозгов не вестись на эту авантюру и не заниматься, ну, по сути, соучастием в преступлении, скупкой краденого. Ну, так вот, да. Да, да. Но если не брать даже в расчет залежи, там, недра, которые находятся на оккупированных территориях, безусловно, Россия от Калининграда до Сахалина, они готовы на все и отдавать любые условия, там и башни Трампа, и там 10, хоть 10 башен Трампа построить там внутри третьего транспортного кольца, ну, это нужно понимать, у нью-йоркских девелоперов, которые сегодня причастны к переговорам, в том числе мистер Витков и так далее, Мгм. и у Дональда Трампа, у них есть такой проект, есть такая идея. И они прекрасно понимают, что сегодня экономика России, Россия стоит на коленях, экономика лежит, и, соответственно, если ты сейчас, вот в этот период, когда масштабные санкции, ты строишь какие-то большие объекты, понятно, что после завершения войны, после перезагрузки, стоимость этого начнет расти. Поэтому это могут быть какие-то супер интересные девелоперские пятна застройки. И, конечно, это ресурсы, ресурсная база, потому что это всех сегодня волнует. Нужен и литий, и другие компоненты. Они готовы на все. Это временщики. Они прекрасно понимают, что их через 10-15 лет никого в России не будет. Они сольются все, сначала одни, потом другие, кто-то успеет на бизнес-джете, а кто-то будет выбираться какими-то Мгм. окольными путями на квадроциклах через болото. Представляю себе эту картинку. Путин вместе с Патрушевым на квадроциклах по Не, болоту. этого персонажа будут потрошить в морге, а вот в это время вот кто на чем сможет, на том и будет выбираться, потому что начнутся Медведев на велосипеде. да, ну, если, если трезво будет, и сможет крутить педали. Хорошо, теперь серьезно. Скажите, Володя, какой военный план у Путина на ближайшее время, как вы считаете? И входит ли в этот план объявление мобилизации в России? Но пока мы видим, что последние недели они бросают во все тяжкие большое количество личного состава, и наемников, и заключенных, и мобилизованных, и контрактников. Они людей не считают, они людей за людей не держат, они гонят как скот на убой пушечное и минное мясо. Это было 3 года назад, сейчас ничего не поменялось. Та же тактика. Единственное, что то, что нам наши источники говорят, выгребают практически все запасы боеприпасов и арсеналы для того, чтобы... Ну, они чувствуют, что в ближайшие 3-4-5 недель действительно может быть
как они надеются, заморозка. Поэтому чем больше сейчас они продвинутся вперед любой ценой, чем больше они захватят и оккупируют земель, тем будет более выгодна их позиция во время торга. А то, что каждый день они кладут там сотни человек, ну, когда они считали людей за людей? Мгм. Ну, цинки, пакеты, кто-то в лесополке останется, там, присыпанный землей. Хорошо. А вот то, что Трамп заявил, что не только теперь, да, в Москве на Красной площади будет военный парад, а 14 июня, как раз в день рождения Трампа, ему 79 лет, он в Вашингтоне хочет провести военный парад. Как вы эту новость восприняли? Ну, давайте сначала. Он очень много понял за первый свой президентский срок, а самое главное, после завершения этого срока. Он старался в первом сроке работать, ну, такой на принятый в Америке манер, когда назначают профессионалов. В результате он увидел, как целый ряд профессионалов с ним не соглашались, ему перечили, где-то мешали проводить его решения в жизнь, где-то открыто его критиковали. Потом вся эта череда уголовных дел. Часть бывших его подчиненных начали давать против него показания. Целый ряд уголовных дел, обысков, угроза провести в тюрьме остаток своей жизни. На секундочку, менее 1,5 лет назад секретная служба посещала одну из тюрем для того, чтобы посмотреть, возможно, там, спецблок для размещения в случае приговора, связанного с лишением свободы, Дональда Трампа в местах лишения свободы. Да? Ого. Конечно, да, ну это в американской прессе проходило, да. Представители секретной службы ездили в тюрьму на случай, если судья стукнет молотком и приговорит его к реальному сроку лишения свободы, невзирая на все заслуги, возраст, там, состояние здоровья и так далее. Да, ну, психологически в каком он состоянии находился. И, конечно, он очень многое, там, все президенты, с которыми он так или иначе там встречался и работал вот в первый президентский срок, большая часть этих лидеров свободного мира, президентов, премьер-министров, они же уже все ушли в отставку. А в некоторых Мгм. странах уже по 2, по 3 Мгм. руководителя сменились. И это абсолютно нормально для демократий. Не подошел в стране один менеджер, топ-менеджер, взяли Мгм. другого, назначили или выбрали, переизбрали, отправили в импичмент, или где-то там человек сам облажался и ушел в отставку добровольно, и пришли преемники. А там, за красными стенами Кремля, один и тот же, зимой и летом, одним цветом. И, конечно, это такой э, пример, где Стимул. ему хочется подражать. Потом, когда они все-таки встречались в бытность в первый срок Трампа, ну, там достаточно на видео посмотреть, как один из них сидит как Дон Корлеоне, развалившийся, а другой такой вот на краю стула, чувствуя некоторую неловкость, потому что в тот момент он еще не прочувствовал себя вот таким годфазером, президентом США, который все может. А, Он хочет сейчас насладиться, он хочет отыграться. И, конечно же, ему хочется быть круче, чем Путин, как минимум, там, на встречах с ним. Потому что, ну, реально, как бы Путин там с теми, с кем встречался, он на них смотрел, как удав на кролика, там, через человека смотрел, потому что понимает, что через год, через два вместо тебя уже будет другой человек, а я сижу уже здесь третий десяток, а может быть и четвертый десяток буду Мгм. сидеть у власти. И вот это вот дурной пример, как говорится, заразителен. И Трамп этим заболел, и он видит, как реагирует народ. Он смотрит тоже на социологию и понимает, что да, есть те люди, которые за защиту либеральных, демократических ценностей и так далее, и так далее. А так получилось, что я уж сейчас не будем разбирать причины этого, да, но так получилось, что в Америке выросли поколения, которым тоже захотелось вот эту самую сильную руку, которым хочется, чтобы вот такой вот Годфазер в длинном пальто, как у какой-то итальянской мафии, там шел, и у него были там свои там огромные самолеты и бронированные машины, и все такое. И, конечно, один из символов вот,
там, не знаю, там, один из символов именно силы, уж извините, да, там, это как раз вот парады, связанные с армией. Я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Я все-таки надеюсь, что вот такой вот очевидной кальки не будет. Но слишком многое сегодня и за последние месяцы происходящее в Соединенных Штатах Америки во многом созвучно тому, что начиналось с нулевых в России, когда Путин пришел к власти. И это были такие опасные звоночки, когда россиянам хотелось вот такую сильную руку, ну, потому что до этого был пожилой, писающий под трапом самолета мужчина, который там не отдавал Ой. отчет в своих действиях, а потом в конце сказал, что он устал, ему хожук. Ну вот Мгм. и здесь такая же история. Ну уж извините, да, но за эту аналогию, но Джо Байден тоже в последние месяцы там пожимал руки какому-то воздуху, смотрел в обратном направлении от того, куда смотрели все остальные рядом стоящие с ним. Много чего было, но возраст и, очевидно, там какие-то уже медицинские отклонения были, сейчас уж не будем над этим. И то, несмотря на все это, у него хватало мужества признавать, что Путин убийца. И здесь, в этой части, он, конечно, был светлая голова и молодец, несмотря на все это. Но Трампу хочется где-то в чем-то быть, там, может быть, подражать, а может быть и быть круче. Вот. Ему кажется, что если он будет таким образом себя вести, Путин его там не только зауважает, но и забоится. Но я все-таки надеюсь, что какие-то там, голос разума победит, и все-таки не все будут советники ему потакать во всех его желаниях, и 79-летнему пожилому мужчине объяснят, что все-таки не нужно устраивать там в Вашингтоне то, что Путин устраивает ежегодно, борясь с оружием. Володя, ну хорошо, по сути мы говорим о том, что нет, ну США же не развяжет войну, правда, ни против кого. Ну, смотрите, я вот просто сейчас заявление о том, что из Белого дома, о том, что корабли США будут отправлены в Панамский канал, чтобы освободить его от Китая, от влияния Китая. Пошлины против Китая введены уже 104%, то есть сначала, когда Трамп ввел против всех пошлин, там было 50, да, с копейками, а сегодня уже 104% оказалось. С Гренландией постоянно Трамп уже вообще говорит напрямую, что, в принципе, если что, мы рассматриваем все пути присоединения Гренландии, то есть не только дипломатический. Что происходит и что будет дальше? В Штатах есть запрос на сильную руку. Вот после того президента хочется чего-то им нового, хочется сильной руки. По социологии, да, они же, на самом деле, политики, они в первую очередь опираются на социологию, на настроение людей. Что хотят они? Если все люди хотят мира, соответственно, ну, человек будет идти в сторону мира. А если где-то выросли поколения, которым кажется, что Соединенные Штаты последние десятилетия кто-то все время обижал, и, ну, посмотрите, какая риторика была, когда он озвучивал про тарифы, когда он даже про страны, которые Мгм. союзники, партнеры, и то вот чуть ли как все там обманывали, Мгм. обкрадывали Мгм. бедную несчастную Америку. При том, что на самом деле, да, если куда ни зайди, в какой там кабак, кафе во всем мире, везде либо Кока-Кола, либо Пепси-Кола, либо одно и то же, и так далее. И И карточки везде системы Visa, Макдональдсы, да-да-да. да, и Макдональдсы везде и так далее, но тем не менее, все равно, вот все равно все обманывали и так далее. И вот нам надо Make America Great Again, сделать великой. Отсюда и вот эта риторика. Я надеюсь, что все-таки в какой-то определенный момент все это будет поставлено в определенные рамки, Трамп всех напугает, все ужаснутся, где-то отступит от каких-то своих экономических интересов, чтобы уже как бы не уходить в какой-то там совсем адский ад, но произойти может все что угодно. Потому что если бы ему было, ну, 39 лет, например, или 49, он понимал, что ему еще жить там 20-30 лет. А когда уже им по 72, по 75, по 79, по 80 лет, они мыслят совсем другими категориями. Они
там Путин выстраивал какие-то определенные балансы, и в конце жизни ему надоело выстраивать балансы, издержки и противовес, он, наконец, впал в детство и вот играет в этих каких-то солдатиков. К сожалению, только в реальной жизни гибнут огромное количество людей, в том числе детей. У этого то же самое. Сначала полжизни пахать в девелопменте, потом идти в Белый дом через ток-шоу и так далее, и так далее. Там же у него большой был путь в политику, десятилетиями Трамп к этому шел. И вот, наконец, он пришел. Для чего? Вот этот вирус, он витает. Вирус узурпации власти, вирус войти в историю. У него же тоже своя мания. У одного мания с тем, чтобы больше абзацев в учебниках истории Мгм. было про его правление и Мгм. новая карта с изменениями, с новыми регионами. Он же для Мгм. чего держится там? Ему эти новые регионы нужны, что его дети и внуки, что ли, будут жить на оккупированных территориях? Вот жить они не могли без Мгм. там, квартиры в Донецке и дачи под Луганском. Ну, чушь же, да, правда. Как бы не для этого это нужно. Это только нужно для того, чтобы в учебниках истории всех государств были страницы, что вот была карта такая, а вот случилась война, и территория Российской Федерации расширилась. Мгм. Мгм. Вот. И у этого такая же история. И отсюда вот этот вирус, там, из Гренландии, из Панамы и так далее. Я думаю, что в какой-то определенный момент он, оказавшись вот в этой орбите еще несколько лет назад, ну, давайте по-русски скажем, чтобы его не обидеть, такого человека, ну, униженного, да, когда у тебя обыски проводят, когда у тебя находят какие-то там документы, которые ты из овального кабинета зачем-то вынес и увез к себе на виллу и так далее. Но это же унижение. Когда несколько лет пресса пишет, то тебя посадят, то не посадят, то арестуют, то не арестуют. Секретная служба едет уже для тебя безопасную камеру смотреть, чтобы тебя держали отдельно там от разных уголовников и так далее. В человеке вот накапливаются определенные комплексы, и вот они сейчас вылезают наружу. Просто я все-таки надеюсь, что американские демократические институты, Мгм. гражданское общество, судебная система, Сенат, Конгресс, там, ну давайте посмотрим, вот недавно 25 часов один из сенаторов Мгм. выступал, потрясающе, да, как бы, но Мгм. 25 часов держаться на ногах. За несколько недель до этого другой сенатор очень ярко выступал. Там политиков, и там все-таки пока все до конца не узурпировано, хотя силовой блок, очевидно, под контролем команды Трампа. Я надеюсь, что американская демократия будет сильнее, чем отдельно взятая личность, которому вот действительно исполняется 79 лет. Конечно, с наступающим днем рождения можно его поздравить, но пожелать единственного умеренности и разумности в этой во всей истории. Володя, вы знаете, ну мы сегодня прям с вами очень плотно поговорили, но на финале я хочу у вас спросить о главном, как всегда. Скажите, пожалуйста, видно прекращение огня? Видно вам перемирие? Может оно наступить скоро или нет? Видно. Я считаю, что есть определенная дата, которой Путин очень хотел бы продавить свою позицию через переговорщиков. Идти на попятную, отказываться от всех своих требований, которые он озвучил в феврале 2022 года. Я не думаю, что есть какие-то сегодня обстоятельства, которые могли бы его к этому побудить. Но, с другой стороны, есть Катенька, которая приходит, там, Наташенька Попова, Кирилл Дмитриев, который говорит, ну хватит уже. Но тебя завтра не станет, а мы завтра все окажемся кто где, если наши тела найдут. Поэтому там нету интересов, как бы сделать жизнь на европейском континенте побезопаснее, как бы остановить кровопролитную войну и сберечь украинцев или россиян. Нет, там вот эти вот меркантильные интересы. Но вполне возможно, что они продавятся. А у него идея фикс, это вот к 9 мая получить какие-то подписания, какие-то соглашения, заверения и гарантии, в том числе гарантии со стороны Соединенных Штатов, с тем, чтобы дальше уже представлять это и продавать электорату в России как некую победу и такое удвоение вот этого вот эффекта победы. По крайней мере, там они сейчас в огромных количествах закупают эти фейерверки. То есть они реально готовятся к необычайно широкому празднованию Дня Победы, в который они хотят вложить сразу вот такой двойной символизм. И история 45 года, и то, что сейчас будет происходить.
Другой вопрос, что здесь не нужно сбрасывать со счетов позицию Украины, президента Украины, народа Украины. И как бы США не хотели играть лидирующую роль во всей этой истории, в своих хотелках, которые Путин уже озвучил, и не только Путин, но и переговорщики, Мгм. там затрагиваются интересы и возможности полномочий Европы, Европейского Союза, потому что более Мгм. 200 с лишним миллиардов долларов и евро находится все-таки на территории здесь, в Европе. А в Европе иная точка зрения. В Европе располагается Международный уголовный суд, который ведет расследование по целому ряду страшных военных преступлений, которые путинская армия совершила в Украине. Там на международном уровне в независимой комиссии ООН идут полным ходом расследования по преступлениям против человечности, Мгм. о тысячах пленных украинцев, которые подвергались пыткам, и о сотнях людей, которые были замучены, запытаны в Мгм. застенках. И здесь, как бы там Трампу, Путину или там Си Цзиньпиню не хотелось, здесь в Европе проживает более 450 миллионов человек, и здесь вот эти вот истории из людей в черном, с черными очками и с нейтрализатором, когда, знаете, посветили и все забыли. Это так здесь не работает. И в какой-то определенный момент, даже если там Дональд Трамп решит, переговорив со всеми, все согласовав, значит, снимать санкции, последнее слово будет за Украиной в первую очередь. Но если Украина будет против этого, то и Европа будет рядом стоять во всех этих. И тогда получается, что Путин вот все свои желания, все эти хотелки, он не исполнит. Но вот ориентир – это вот отправная точка. Вот можно считать, что либо произойдет определенная разрядка, если каждая из сторон сделает по шагу назад, пойдет на какие-то отступления, и Трамп поддавит, вполне возможно, что к 9 мая мы увидим некое снижение интенсивности, а может быть и прекращение. И наоборот, если Путин почувствует, что у него ничего не получается, вполне возможно, что вот эта вот партия, там, я уж не знаю, там партия войны или та группировка, которая на этой войне наживается, вполне возможно, что они будут дальше, в том числе, объявлять и всеобщую мобилизацию, и в том числе еще больше мистифицировать там, Мгм. Украину и демонизировать тех, кто воюет на стороне Украины. Спасибо большое, Володя. Друзья, я думаю, вам было интересно не меньше, чем мне, а может даже и больше. Но в любом случае, Володя, мы встретимся с вами в эфире немножко позже и как раз посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо за приглашение, Леся, и вам, и всей Украине мирного неба над головой. Безусловно, победы, независимости, сохранения демократии и, насколько это возможно, максимально широкой поддержки всего цивилизованного мира. И пусть разум победит в этой истории, а те, кто узурпировал власть или пытаются узурпировать власть, все эти престарелые диктаторы или там им подражающие, Мгм. пусть они войдут в историю вот с тем, что они на самом деле из себя представляют сегодня. Спасибо.